Какой брокер был наказан за недобросовестную рекламу? Где MetaQuotes расширила свое присутствие? И как финансовая пирамида появилась на азиатском рынке, я расскажу вам в этом выпуске новостей из индустрии Форекса. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям оштрафовала функционирующую под брендом брокера X-Forex компанию OCM Online Capital Markets на $30 600. Предварительно регуляторам было направлено 3 уведомления о нарушениях, связанных с предоставлением недобросовестной или вводящей в заблуждение интернет-рекламы. Реклама, о которой идет речь, восхваляла многочисленные преимущества пользования финансовыми услугами OCM для торговли валютами и CFD и содержала манящие слоганы. Регулятор расценил рекламу email-рассылки как вводящие в заблуждение. По оценкам ASIC, рекламные материалы производили такое впечатление, что услуга OCM позволяет без особого труда и в короткие сроки извлечь существенную прибыль, при этом постоянно увеличивая свой ежемесячный доход. Брокер не уделил должного внимания упоминанию о высоких рисках, связанных с маржинальной торговлей и валютами CFD, о волатильности дохода и отсутствии гарантий стабильности прибыли. Крупнейший российский разработчик программного обеспечения для торговли на рынке Форекс, компания MetaQuotes, сообщила о том, что один из крупных брокеров ЮАР, компания 28 Capital, официально запустил терминал MetaTrader 5 на бирже Safex. Таким образом, клиенты брокера получают доступ к торговле всеми акциями, которые котируются на бирже GSE, и деривативами на Safex, фьючерсами на отдельные акции, сельскохозяйственными, товарными и валютными фьючерсами, фьючерсами финансовых индексов CFD и опционами. Кроме того, накануне разработчик платформы MetaTrader анонсировал новый сервис аналитика от Джареда Дэвиса, который стал доступен прямо в терминалах MT4 и MT5. Речь идет о новостном фидере известного британского трейдера. В среду криптовалюта приблизилась к годовым максимумам на фоне прокатившейся по Китаю волны проверок социальной финансовой сети под названием MMM с явными признаками финансовой пирамиды. Данная сеть MMM также является порождением небезызвестного Сергея Мавроди, бывшего депутата парламента, впоследствии осужденного за мошенничество. Чтобы присоединиться к новой MMM-авантюре, участники должны купить биткоины, которые затем отправляются другим участникам в качестве взаимопомощи. Всем обещают доход 30% в месяц, плюс бонусы за привлечение новых жертв или написание отзывов в сети. Нет никаких сомнений в том, что MMM обладает типичными признаками финансовой пирамиды. Вознаграждение за привлечение новых участников и обещание баснословных прибылей. Для тех, кто хоть немного разбирается в экономике, совершенно ясно, что подобные схемы неизбежно разваливаются как карточный домик. Более того, в Китае в последнее время стали появляться аналогичные площадки для взаимопомощи. В 2013 году полиция Индии арестовала 6 чиновников, в том числе 3 русских, за управление индийской версией MMM. Сейчас эта схема также работает в Южной Африке, Индонезии и ряде других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На этом наш выпуск подходит к концу. Команда Дукаскопи желает вам прекрасных выходных и до понедельника.